2017 год Ассоциацией рестораторов и ательеров Казани объявлен годом Юнуса Ахмедзянова, легендарного татарского кулинара, имя которого неразрывно связано с историей татарской национальной кухни. Юнус Ахмедзянович Ахмедзянов – это явление для татарской культуры, для татарского народа, для татарской кухни в целом. Так и Габдулла Тукай родился в свое время, так и Юнус Ахмедзянов тоже родился в свое время. Начиная с низов профессии, он достиг такого мастерства, что возвел кулинарию в ранг искусства. Знаменитые люди, которые посещали наш город в лице руководителей государства, в лице первого космонавта Юрия Гагарина, женщины-космонавта Валентины Терешковой, давали самую высокую оценку нашей кулинарии, и в этом его заслуга. Основатель и первый шеф-повар Дома татарской кулинарии Юнус Ахмедзянов – автор многочисленных книг по кулинарному искусству. Рецепты многих блюд кулинар собирал лично. И он мне рассказал, как эта процедура происходит. Приехали в Старо-Татарскую Слободу, сидят бабульки, он у них спрашивает: «Абиляр, кем там мотор стальный пшират ранг шибар?» Вот фален апа. Подходит к фален апа. Она говорит: да, значит, я готовлю, пеку. По-татарски, естественно, разговор идет. Ну, мы, говорит, завтра приедем рецепты записать. Ну, приезжайте. Мы, говорит, приезжаем, там несколько человек поваров, и расспрашиваем, записываем рецепты. Спасибо сказали, уехали, на следующий день стали у себя готовить. Готовят. А говорит, все не так. Его книгами, которые он издал за время своей деятельности в Доме татарской кулинарии, читают и готовят по ним и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Австралии, и на всей нашей необъятной Российской Федерации. Настолько все просто и все настолько велико. Для того, чтобы понять, насколько это все вкусно, нужно просто взять книгу и приготовить. Юнус Ахмедзянов совершенствовал свое искусство в многочисленных поездках по татарским деревням и даже приглашал в Дом татарской кулинарии простых женщин-домохозяек, делился с ними секретами приготовления блюд. Мы идем вместе на работу. Как-то он меня останавливает и мне говорит: «Фарида, говорит, я обязательно приду другим поварам, так же, как и поварам». Я засмеялся и говорю: «Пап, врачи от смерти спасают, а с этими блюдами как мы спасаем?» Он так вывернул мне и говорит: «Бессовестная, ты пойми меня, если люди будут здоровой пищей кушать, из здорового сырья, из доброкачественного, они же не столько, они продолжат себе жить». Есть мечта развиваться, двигаться вперед и сделать что-то действительно очень интересное в этой профессии, в этой сфере. Ну вот, и, конечно же, я с возрастом, чем становишься старше и чтишь традиции девятики и мамы, вот, то, что, в общем-то, люди работают в этой сфере, оставили такой след и в этой профессии. К 90-летию выдающегося пропагандиста традиций татарской кухни в свет вышла книга Роберта Минуллина «Певец вкусной еды» Юнус Ахмедзянов. Әлбәттә бүгенге кебек булмас иде. Кемдер табылыр иде, соңлап табылыр иде. Ләкин без башкаларга җитешә алмас идек, һәм узып та китә алмас идек. Во всем мире знают о гостеприимстве татарского народа. И в том, что национальная кухня стала достоянием Республики Татарстан, есть и большая заслуга прославленного шеф-повара Юнуса Ахмедзянова. Когда мы презентуем нашу республику, нашу гостеприимный город Казань на международной арене, то, конечно, мы всегда делаем акцент на нашу национальную кухню, которая привлекает множество внимания туристов всего мира. Эшбешмак, чак-чак, который приготовлен по традициям уникальным именно Юнуса Ахмедзянова, завоевывает все больше и больше популярность по всему миру. И, конечно, становится наша кухня